Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Россию накрывает четвертая волна коронавируса. По всей стране вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. Ровно 135 лет назад Якутию посетил генерал-губернатор Восточной Сибири граф Алексей Павлович Игнатьев. В честь этого события в селе Графский берег открыли и осветили часовню. Почти 3000 контрактов заключены в текущем году для реализации национальных проектов в Якутии. Премьер Андрей Тарасенко провел очередное совещание по нацпроектам. Как сообщили министры, на особом контроле 5 из них – дополнительные койки в геронтологических центрах. Это нацпроект «Демография», внедрение интеллектуальной транспортной системы, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», разработка документации на строительство объектов по обращению с ТКО в районах. Это нацпроект «Экология», оснащение учебных классов в точках роста, нацпроект образования и подключение объектов здравоохранения к единой цифровой системе. Это нацпроект здравоохранения. В этом году планируют заключить почти 3200 контрактов. На сегодня заключено 2958 контрактов или 86% от плана. Сейчас к эпидобстановке. За последние сутки в Якутии выявили 235 новых случаев заражения ковид. Из них 127 приходится на Якутск. 9 случаев в Алданском районе, по 8 в Мегино-Кангаласском и Чурапчинском, в Вилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском и Усть-Алданском районах по 6 заболевших. Еще в 17 районах фиксируют от 1 до 5 заражений. Из-за сложной обстановки с коронавирусом глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что по всей стране вводят ограничения на проведение массовых мероприятий. В частности, заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 24 регионах, в которых были сняты ограничения для них ранее. О каких ограничениях идет речь, расскажет Дмитрий Темыров. Как и прежде, масочный режим, социальная дистанция и перчатки сохраняются. В столице региона с 25 сентября все школы перешли на дистанционное обучение. График обучения не поменялся. Наши ребята все учатся в первую смену. Уроки также длятся 30 минут, перемена между уроками 20 минут. Но, конечно, по сравнению с прошлым годом, как бы и учителя, и учащиеся более подготовленные к переходу на дистанционное обучение. Как пояснили в управлении образования столицы, переход детей на дистанционку связан с увеличением заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Что касается общественных мест, развлекательных центров, то здесь ситуация чуть посложнее. Указом главы региона ограничительные мероприятия продлены на территории республики до конца этого месяца. Также запрещено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий. Помимо этого, до 1 ноября приказом регионального здравоохранения приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. Также было рекомендовано перевести часть сотрудников, для которых вакцинация запрещена, на удаленку, в том числе и беременных женщин. Вместе с тем, несмотря на ограничительные мероприятия, представители малого и среднего бизнеса все еще продолжают нарушать существующие требования. Так, по словам руководителя административной комиссии города Якутска Феликса Антонова, только за прошедшую неделю ими было проведено ряд рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением мер безопасности. В прошлой неделе мы проверили 216 объектов, торговых объектов и других социальных административных зданий, в том числе 16 автобусов и 3 школы. Выявлено нарушение 16 и составлено протоколов 3. Также был проведен ночной рейд, во время которого были проверены 8 объектов и выявлено нарушение 6. Они все проводили мероприятия, которые оказывали услуги досуга. Ну и работали после 00 часов. К слову, ограничительные мероприятия установлены не только в нашем регионе. Так, например, в Свердловской области власти субъекта начали открывать ковид-фри-зоны, куда вход разрешается только привитым и с QR-кода. Для посещения мест общепита, торговых центров в большинстве регионов Центральной России начали требовать наличия QR-кодов или сертификата о вакцинации. Что касается продления дистанционного обучения среди школ столицы, то решение по нему будет озвучено завтра после заседания комиссии оперативного штаба города Якутска. Дмитрий Темыров, Павел Пахомов, Якутск.
Идем далее. Агентство «Туймада недвижимость» проведет 8 и 9 октября двухдневную ярмарку по продаже объектов в Москве и Подмосковье. Ярмарка будет работать как в дистанционном, так и в очном формате в здании LX-центра по улице Орджоникидзе, 36/1, офис 604. Московские ярмарки агентство организует ежеквартально, на этот раз с лучшими предложениями от застройщиков, акциями и рассрочками со сниженными процентными ставками до 1%. В Якутск прилетят представители группы компаний «Самолет». Туймада недвижимость существует на региональном рынке более 8 лет и работает не только с клиентами из России, но и стран СНГ, Канады, Китая и США. Является официальным представителем на Дальнем Востоке таких крупных застройщиков, как ФСК, А101 и «Самолет». По регламенту подписания сделки, да, соответственно, выбираем недвижимость, подходящую для клиентов. Да, то есть они могут подбирать как для себя, так и для инвест-варианта. Вот, и подбираем хороший жилищный комплекс. Далее, получается, по регламенту бронируем квартиру, да, именно за клиентом, чтобы цена зафиксировалась, да, и, соответственно, квартира. Дальше, после бронирования квартиры, непосредственно связываясь с застройщиком, да, заключаем договор. Прозрачность работы – это 100%. Непосредственно у нас партнерские отношения не только с застройщиками, но и с банками. Как бы уже, так сказать, оттоптанная, проделанная дорога уже есть. В Верхневилюйском районе пристальное внимание уделяют благоустройству. Например, весной начали строить канализационную очистную станцию. Кто выполняет работы и о сроках их завершения? Материал Валерии Золотаревой. Стоимость объекта 238 миллионов 992 тысячи рублей. Работы ведет производственный кооператив «Монтажник», руководитель Александр Хантаев. Сроки реализации проекта – декабрь 2022 года. На данный момент мы производим заливку блока емкостей и каркаса здания. В этом году планируем коробку здания всю закрыть. Основной монтаж оборудования будет в следующем году. И строительные работы где-то закончатся в декабре месяце. На данный момент строится каркас основного здания, котельная, здание КПП и пожарный резервуар. Строительно-монтажные работы идут согласно графику без отставания. Погодные условия нас радуют пока. Октябрь месяц у нас теплый. Вот сегодня только чуть-чуть снег пошел. Материал поставляется по графику, в сроки. Следующий год, 1 октября, это все ремонт, это приготовить надо до октября. Под ключ дает. Благоустройство наслега делается для повышения уровня комфортности проживания граждан, и канализационная очистная станция – это один из первых больших шагов в Верхневилюйске. Валерия Золотарева, Александр Адамов, НВК «Саха», Верхневилюйск. Проект сотрудницы Амгинской централизованной библиотеки Вероники Стручковой «Вы услышите меня сквозь столетия» выиграл грант Фонда президента. Проект стартовал в 2012 году. Он представляет из себя аудиокнигу, куда входят аудиозаписи живых голосов, песен, произведений известных и талантливых поэтов, песенников Амгинской земли. В настоящий момент выпущены 14 аудиокниг. Отметим, что в названии каждой аудиокниги присутствует слово «Амга». Этим летом проект выиграл грант Фонда президента на сумму 500 тысяч рублей. Летом я участвовала. Недавно я стала победительницей. Мой проект выиграл, поэтому я дальше буду работать и буду записывать дальше своих творческих людей Амги. Поэтому проект продолжается, и на сумме на этот проект я выиграла 500 тысяч рублей. И все это средства, на эти средства я буду, дальше будем покупать микрофоны, раз по смете то, что нужно в этом проекте. В селе Графский берег Намского района новую часовню осветил сегодня архиепископ якутский Еленский Роман. Часовню установили в честь святого Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Возвели храм силами Ленского объединенного речного пароходства. Необычное название «Графский берег» у этого села. Интересная история. В 1886 году в Якутскую область прибыл с визитом генерал-губернатор Восточной Сибири граф Алексей Павлович Игнатьев. Он считался в царской России прогрессивно мыслящим
руководящим чиновникам. На местное население визит произвел огромное впечатление, и они свой берег стали называть не иначе, как Графский. Часовню установили в память о приезде генерал-губернатора 135 лет назад. Конечно, это для нас очень важно, да, и для сегодняшних гостей, кто сегодня здесь был. Здесь сегодня у нас, мы все это делаем под знаменем, значит, Императорского православно-палестинского общества. Сегодня здесь у нас есть представитель, да, зам или управ делами Степашин Сергей Вадимович. Для нас это очень приятно, и что сам владыка Роман осветил данную часовню. Ну и всем, конечно, всего доброго хочу пожелать. Спасибо большое. Да, очень радостный день. Спасибо. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.